Так, ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Ну-ка, мы не включились снова. Что такое? Не включились, не включились. Так, по-моему, меня должно быть видно. Ну, что-то меня не видно. Я здесь комментарий. Вот, все, появился. Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 30 сентября 2024 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале в YouTube Reality и на канале Аслан Арцуев TikTok. 17 часов 16 минут по Берлину, 18 часов 16 минут по городу Джохару. Я вас всех сердечно приветствую, друзья. Сегодняшний свой стрим я назвал «Шок. За Курск Путин разорвет Украину и НАТО лично зубами». Конечно же, это сарказм, к чему прилагается смайлик. Напоминаю всем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в России, не пишите комментариев, не ставьте лайков, не распространяйте ссылку. Ну, все как обычно. Ваша безопасность зависит от ваших действий во многом. Все остальные, как обычно, присоединяйтесь, пишите, распространяйте. Приветствую, USA Republican. Приветствую. И почему у меня здесь не работает вот эта кнопка? Ну да ладно. Как обычно, свой стрим я хочу начать с сообщения от Генерального штаба Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки. За прошедшие сутки, то есть на сегодня, на 30 сентября, за прошедшие сутки уничтожено и ранено 1250 террористов, которые пришли на землю Украины. Уничтожено 5 танков, 27 боевых бронированных машин, 27 артиллерийских систем, 1 антиаэркрафт, 38 БПЛА, 53 автомобильной техники и цистерны и 16 спецтехники. Слава Украине, слава ЗСУ, друзья. Итак, давайте я вначале расскажу вам об уничтожении Хасана Насраллы и пост на «Голос Америки» от Джо Байдена. Президент США Джо Байден, его текст на канале «Голос Америки». Президент США Джо Байден прокомментировал ликвидацию лидера Хизбаллы Хасана Насраллы. Хасан Насралла и возглавляемая им террористическая группировка Хизбалла были ответственны за убийство сотен американцев и за 4 десятилетия террора, заявил глава Белого дома. Его смерть от израильского авиаудара является мерой справедливости для его многочисленных жертв, среди которых тысячи американцев, израильтян и ливанских мирных жителей. Байден отметил, что на следующий день после нападения боевиков Хамас на Израиль 7 октября 2023 года Насралла принял судьбоносное решение объединиться с Хамас и открыть то, что он называл Северным фронтом против Израиля. И Хамас, и Хизбалла признаны в США террористическими организациями. В своем заявлении президент США вновь подчеркнул,
что Вашингтон поддерживает право Израиля на защиту от Хизбаллы, Хамас, хуситов и других поддерживаемых Ираном группировок. При этом он заявил, что США привержены деэскалации конфликтов как в секторе Газа, так и в Ливане при помощи дипломатии. В Ливане мы ведем переговоры о соглашении, которое позволит людям безопасно вернуться в свои дома в Израиле и на юге Ливана, подытожил президент, призвав завершить эти сделки, устранить угрозы Израилю и обрести большую стабильность в регионе Ближнего Востока. В субботу Цахал заявил о ликвидации лидера Хизбаллы. Позже эта информация была подтверждена самой группировкой. Нету больше Хасана с созвучной фамилией. Нету его больше. Все. Все. Как говорил мой друг, где он один. Все. Так. И пока вот начинаем, хотел бы одно видео вам дать прослушать, которое у меня тут имеется. Один раз присутствовал при... Сейчас, одну секунду. Это, наверное, нужно обновить. Почему это не делается? Ну, давайте попробуем обновить, чтобы с самого начала. Присутствовал когда приехал президент Буш в Москву. И был прием в посольстве, и он фотографировался со всеми. Ну, все подходят, фотографируются, это понятное дело. Он же не знает, с кем он фотографируется. И тут он фотографируется с таким генералом Шамановым, командующим десантниками русскими. Он признан у нас в стране как военный преступник из-за преступлений в Чечне. И кто-то подходит ему и говорит: вы только что сфотографировались с военным преступником. Он что-то шепнул послу, посол подзывает военного атташе и говорит: пакуй чемодан, и ты улетаешь вместе с ним домой, ты уволен. Все, это подстава. Ты подставил президента. Как этот генерал Шаманов вообще оказался на этом приеме? То есть был список приглашенных. Все военные проверяются военным атташатом, потому что мы с ними имеем дело. Эти хорошие, эти за нас, с этим мы служим, с этим мы работаем, а вот этот преступник, вот этот нехороший, этого не приглашать, этого не приглашать. Все время этих приглашать, этих не приглашать. С этими иметь дело, с этими не иметь дела. Ну, или военный атташе, или пропустил это, или подумал, что это не так важно. Один раз. Это так. Я неоднократно в своих стримах упрекал и Джорджа Буша, и Соединенные Штаты за то, что со звездой героя на груди Владимир Шаманов, военный преступник, сфотографировался с Джорджем Бушем. Я помню, какой это эффект произвело на нас, на чеченцев. Мы, конечно, с такой поддержки, как Украина сейчас получает от Соединенных Штатов, от западного мира, но мечтать не могли, если честно. Просто даже представить, что такая помощь нам кем-то будет оказана, у нас даже в мыслях не было. Нам достаточно было, что Россию не признают легитимной в убийстве, геноцида, уничтожения чеченского народа. И когда мы эту фотографию увидели, для меня это было, и для многих, кого знали, ну все там, да, они все заодно, да, это они помогают нас, русским, убивать. Мы на них рассчитываем, они с нами поступают так, недобросовестно. И вот сейчас, когда Табах говорил не о чеченцах, вообще там интервью украинской журналистки он там дает, вообще речь идет совсем о другом. Речь идет о том, что прилетел Зеленский, поехал в штат Пенсильвания на оружейный завод, и там он ходил в кругу одних демократов. И из-за этого, Зеленского подставили. Тот посол в США, украинский посол в США, он подставил, вот что имеет в виду Гарри Табах. И приводя это в пример, он приводит вот этот случай,
что вот такое произошло, и был уволен человек, который допустил вот эту оплошность. То, что русские такие вещи делают и могут делать, мы это все прекрасно знаем. Это их излюбленная тактика. Они могут как угодно делать так. Главное скомпрометировать, спровоцировать лицо, страну, кого угодно. И вот в этом примере он вот приводит этот пример. Это очень важно для меня, например, это очень важно то, что он сказал. Чисто случайно увидел это интервью, потому что у Гарри очень много видео, я все просто не успеваю смотреть. И вот по возможности всегда смотрю. И вот начал смотреть и увидел вот этот момент, вырезал его и выложил у себя на канале. Это очень важно. Важно, что Америка все-таки в этом, ну, Джордж Буш, скажем так, Америка, она поэтому и великая, потому что она разнообразная. Она, если бы она была бы однобокой, стандартной, ограниченной, то она была бы Россией тогда, а не Великой Америкой. Поэтому именно республиканцы, Джордж Буш, вот такая вот была история. Тогда Гарри Табах или Табах был атташе, по-моему, от НАТО, представитель НАТО в России. И, по всей видимости, он присутствовал, как он и говорит, на этом мероприятии. И вот такие вот вещи происходили. Да, много таких вещей могло произойти, происходило. И это очень важно, вот, что я вот услышал. Для меня это важно. Для меня это очень важно. Друзья, давайте почитаю ваши комментарии, потом перейдем еще к комментариям. Салам всем свободным людям. Салам, Аслан. Как думаешь, судьба ВВХ ждет такая же, как и Хасана Насралла? Салам, Эд. Я полагаю, что, ну да, это может с ним вполне произойти. Но, знаешь, Эд, я бы хотел бы, чтобы была судьба не Насраллы, а Слободана Милошевича. Это было бы очень-очень интересно и важно. Но, по всей видимости, Путин не может, как ты говоришь, что может не дожить до суда, и да, его может накрыть. Вообще, вы видели, что туда прилетело? Там, говорят, где-то 10 ракет было, но по видеозаписи, которые снимали случайные жители Бейрута, ну, по-моему, там 3-4 было мощных удара. Даже, может быть, 3, может быть, было удара. Ну, по крайней мере, на той записи, которую я видел. Ну, вы видели, что там произошло, да? Там несколько домов нет вокруг. И, ну, может быть, этажей на 3, на 5 в землю. Это что такое прилетело? Очень мощное что-то туда прилетело. И вместе с этим... с некультурной фамилией погиб еще один какой-то генерал у них погиб. Ну, короче говоря, потом после этого же еще были. Это же только первый удар был, потом еще были удары, еще там какие-то генералы. По-моему, там вся старая верхушка, как писали, или почти вся старая верхушка, она нейтрализована. Как-то так. И, ну, может быть, посмотрим, Эд. В принципе, я согласен на любой исход. Главное, чтобы Ичкерию Америка признала, и все. Израиль провел блестящую операцию по уничтожению главы террористической организации Хизбалла. Да. Да, санкции снял с Ирана. Лицемерие демократической партии зашкаливает. Ну, Светлана, Израиль великая страна. На видео Юрия Табаха я видела. А посол Украины Маркарова. Это позор Украины. Макарова. Наверное. Это позор украинской власти. Ну, я ее не знаю, Светлана, но я вам могу сказать, что санкции с Ирана не сняли.
Иран слишком глубоко и сильно увяз вот в этих санкциях и является основной осью зла на Ближнем Востоке. Поэтому одним решением Байдена, Трампа, там, Обамы и Клинтона, все вместе взятых, это решение нельзя изменить. Там есть Сенат, там есть Америка, там есть Израиль. Не там он, конечно, есть, а на Ближнем Востоке. Но он тоже имеет право голоса, как мы понимаем, в этой ситуации. Поэтому нет. Лицемерие, оно присутствует. Политика – это, как известно, искусство возможного и невозможного. Поэтому, к большому сожалению, не все так, как нам хотелось бы, но и из Ирана санкции не сняли, и я думаю, по Ирану еще могут пройтись. Еще даже не начинали, пока только его ЧВК нейтрализовывают, пока только так. Я думаю, у нас и все, и про всех знают, и сейчас более внимательно присматриваются и изучают для того, чтобы понять, с кем в дальнейшем иметь дело. Отлично это. Так. Валейкум салам, Осман Машвой. Слава Израилю, антенна, героям слава. Алаш, ассаламу алейкум всем свободным. Чеченская республика Ичкерия, слава Украине. Алейкум салам, Алаш, героям слава. Так, я смотрю, эти все зашли к нам, Дион. На очереди лидер Ирана стоит по ходу после удара Хизбаллы. Возможно. Так. Добрый вечер. Ассаламу алейкум салам. Давайте почитаем, что у нас пишут в ТикТок. Ты еще живой? Ну, ты б хоть здрасте сказал бы. Потом спрашивал, живой я или нет. Конечно, как видишь, очень в хорошей форме причем. Шалом аслам, все будет Ичкерия. Шалом, Ян Маназон. Шалом. Ассаламу алейкум вараматуллахи баракату. Алейкум салам, простой. Алейкум салам, фри Ичкерия. Слава Украине, слава героям. Бузет. Израиль Бузет. Что значит? Спасибо за ваш эфир. Пожалуйста. Пожалуйста. Валейк салам. Зоро Бекка. Валейк салам. Зеленский не хотел, но только искал деньги и спасение Украины. Ну, конечно, и если честно, если давайте объективно, вы знаете, в последнее время, как я про Зеленского сказал, и после его вот этого высказывания про чеченцев, я не собираюсь больше относиться к нему так, как я снисходительно относился ранее. Потому что это не очень хорошо, то, что он делал. Ну, нужно признать, справедливости ради, что когда приглашающая сторона, там, приезжаешь, то эта сторона, она тебя вводит. И ты не можешь сказать, давайте демократов уберите или добавьте сюда республиканцев. Хотя, конечно же, как политик он должен был эти вещи учесть, я просто не знаю всех деталей. Но справедливости ради нужно признать, что, наверное, не все зависит от Зеленского. Да? Он в чужую страну приезжает на правах просителя. Я вам скажу, что, ну, как-то так. Так.
если вы против России, почему столько ваших соотечественников помогают ей? Это мне говорит человек с флагом. Какой у тебя флаг здесь стоит? Азербайджанский у тебя флаг? Или украинский? Скажи мне, какой у тебя? Ну, я думаю, с украинским флагом такое мне говорить, наверное, не совсем будет корректно, потому что вам надо будет обратить внимание на Крым, Луганск, Донецк. Ну и украинцы, которые больше всего проживают в России, второе место, по-моему, по количеству, если это украинец мне пишет. Поэтому, кстати, давайте об этом тоже я хотел сказать, поговорить. Дело в том, вот сейчас, почему вот мне украинцы задают, не понимаю я, конечно, таких людей, провокаторы, только так можно это выглядеть, потому что только провокатор может не видеть ничего, что было вчера, и вот сегодняшнего дня рассказывать нам какие-то вещи, особенно пытаясь упрекнуть нас, и тем более мне это заявлять, который сидит и 10 лет, когда некоторые украинцы топили за Россию и за русский мир, я топил за Украину вообще-то. А сейчас эти украинцы, которые топили за русский мир, теперь они меня выставляют якобы плохим. Поэтому для меня это, конечно, некоторые вещи странные. Я больше склонен считать, что люди либо не в теме вообще, либо просто тролли, которые заходят, задают такие вопросы. Особенно, если это флаг у тебя на самом деле украинский там стоит. Мы все знаем, кто такая Матвиенко. Она уроженка Украины, замужем за украинца. И это она объявляла войну Совет Федерации Украине. Мы знаем всех остальных украинских коллаборантов и предателей. Мы знаем тех, кто сейчас находится в Украине и вещает нам, принимает Невзорову гражданство, дает там всем врагам Украины под благовидным предлогом даются гражданство, принимают там их, лелеют, холят там и так далее, и так далее. Но я хотел поговорить немножко о другом. Дело в том, что в том числе и Украина, и весь мир посчитали, что мы часть России. Сейчас Украина, конечно, пересмотрела после широкомасштабного вторжения, за что я лично безмерно благодарен Украине. И вот мои какие-нибудь упреки, и все, они меркнут по сравнению с тем, что сделала Верховная Рада, признала геноцид чеченского народа и признала нашу страну оккупированной. Поэтому считайте, во-первых, я это не буду никогда в отношении Украины делать упреки какие-то злобно, но не сказать, не говорить, тогда слишком распоясываются некоторые товарищи, поэтому приходится говорить. Но дело вот в чем. Нас обозвали Россией, хотя не было никакого юридического основания. Если мы являемся частью России, Чеченская Республика Ичкерия, то и Украина является такой же частью. И все остальные республики, которые сейчас являются независимыми, которых я таковыми считаю, но если вы нас таковыми считаете частью России, то и вы на таком же основании вышли из Советского Союза. То есть после развала Советского Союза все пошли в свободное плавание и начали жить своей жизнью. Но несмотря на это, себе вы все до единого, кроме Грузии, которая первая признала нас и с тех пор не отказывалась от своего признания. На протяжении вот этого всего времени не только вы считали, весь мир, не только Украина, не только Беларусь, Казахстан, все остальные советские, постсоветские республики, но весь мир, Европа, Запад считали нас частью России. То есть нас всунули в эту пасть людоеда, и нам сказали, вот живите. И как сказал Джохар Дудаев, нам предлагают зайти к клетку к медведю, подать ему лапу и жить с ним, и так далее. Но мы с этим были корни не согласны, поэтому мы дрались. Дрались, как никто, никогда в истории, по крайней мере, мы все можем сравнить ближайшие истории, новейшие истории. Никто так не дрался с превосходящими силами противника, как это делали мы, наш чеченский народ. Мы потеряли 30% от числа своих граждан. Треть почти своего населения. От четверти до трети мы потеряли. И нам сказали, вы Россия,
у вас другого выбора нет. Все, кто был против России, уничтожался, убивался, преследовался. Все помогали. Интерпол являлся филиалом Министерства внутренних дел или ФСБ России. Понимаете? Интерпол. Первый человек, второй человек там русский был, генерал, сейчас забыл его фамилию. И через Интерпол чеченцев активно выдавали, преследовали. Все вот эти пропагандисты, которые здесь в Европе находятся, в том числе и западные, русскоязычные, они спокойно говорили, делали так, что представить нас террористами, исламистами, там, каратистами и так далее. И вот смотрите, к чему мы приходим. Мы, истекая кровью, потеряли треть своего населения, и потом Россия вкладывала деньги, не оставляя больше другой никакой работы, кроме ментовской вот этой работы, военной службы там и так далее, таксист и стройка. Ну, разнорабочий на стройке. Не хозяин стройки, не небольшой там начальник, а обычный работяга на стройке. Это вся единственная работа была, которая осталась в Чеченской Республике. Хотя нам показывали, что там какие-то небоскребы, Дубай там отдыхает по сравнению. Это все фейк, обман, конечно же. Ну, и даже в этом случае, то, что представляли, мы очень нищая республика, нищая страна, потому что мы оккупированы. Россия у нас забирает все. Мы платим за газ, который вообще не поступал нам, мы его не использовали, потому что шли боевые действия. Вот мы платим за время, когда не было ни города, ничего не было. Вот с тех пор мы платим за газ. Населенный пункт, откуда мы родом, мои родители откуда родом, Катарюш, туда привели газ вот только-только. Хотя в 70-х годах, в советское время, уже туда газ перевели там и так далее. И мы платили. Никакого газа не было. Бои шли, нас зачищали, убивали, терзали. Буча была, вся республика. И мы за это платим. Так вот, всем миром нас загнали в эту фашистскую русню. Теперь, когда молодежь, которая вообще не понимала, дети, которые родились 20 лет назад, 30 лет назад, которые не знали ни Дудаева, ни Ельцина, ничего этого они не знали, и вынуждены оказались, чтобы на войне не оказаться, чтобы их брат, если там, особенно если ваш кто-то член семьи воевал, то все, ваша жизнь в семье превращалась в ад. И обязательно появлялся какой-нибудь добрый родственник, добрый какой-то знакомый, который говорил, ваш отец был мужчиной, мужественным. Ну вот видишь, Россия, она такая. И нужно одному просто оформиться. Понимаете? Оформиться. Ну и так далее. Много чего, я сейчас не буду вдаваться в эти детали, подробности. Но выходит так, что теперь возникло новое, да, какая-то вот. Посмотрите на саму логику происходящего. Какая-то очень странная ситуация получается. Вначале нас убивают за то, что мы не хотим быть с Россией. Уничтожают, дискредитируют, пачкают там репутационно нам на десятилетия. Портят репутацию. И потом, когда все-таки как-то... И все видят, к чему идет. Все понимают, что эта империя вновь будет возрождаться. Она не остановится на чеченцах, на грузинах, на украинцах. Она не остановится. На Украине она не остановится. Они пойдут дальше, если получится. Ну, как в том анекдоте, не шмогла на этот раз уже. Все, стоп. Кто-то из-за океана, слава богу, дернул стоп-кран. Все, стоп. Приехали. И теперь главное, кого нужно убить, кого нужно зачистить, это опять чеченцы. Понимаете? Россия специально выставляет Абтиела Удинова, там, Кадырова, Демельханова, годами из этих людей культивирует каких-то там боевиков, там, силовиков и так далее. И потом в итоге снова должны уничтожить чеченцев. Вам не кажется это каким-то несправедливым такими вещами? В Украине сидят люди, которые вчера стояли на митингах и поддерживали титушек, там против украинского языка были, такие как Золкин, Молкин, там остальные.
И теперь они тоже выступают, и вот сидит Карпенко, рассказывает, русские, говорит, эти чеченцы у вас детские пособия воруют. Представьте, Карпенко, ему русские ближе, которые имперские пришли убивать, потому что он сам такой же. Ему они ближе. И ему нужно сказать, смотрите, виноваты же чеченцы. В Буче чеченцы были, говорят. Хотя нет ни одного доказательства этому. Заградотряды, чеченцы тоже нарративы распространяются. Хотя тоже нет доказательств. Сами русские рассказывают, что русские обнуляют. Сколько видео гуляет, как их обнуляют, как он предсмертное видео делает, там меня могут обнулить там и так далее. Сами русские рассказывают, пленные рассказывают, что заградотряды это не как раньше во Второй мировой войне из Максим пулеметов сидят НКВДшники, и вот если бежишь обратно, и вас расстреливают. И сейчас это делают с минометов. Квадрат вычисляется, и заградотряды состоят из минометов. И мы эти видео тоже видим, как русские накрывают своих же из минометов, которые хотят сдаться в плен, не идут в атаку, там, 3-10. Ну, упорно навязывают, что это чеченцы. Абсолютным злом, самым главным врагом делается опять чеченец. Вот эти вещи у меня, вот, например, вызывают странные ассоциации, странные подозрения, скажем так. Давайте об этом и многом другом поговорим. Итак, так. Так. Альберт говорит, Евлоев, ну, тролль с ником Евлоев. Они специально начали войну, чтобы Америка смогла поставить свою базу в Чечне, и еще хотели убить мусульман Ингушетии, ничего не вышло и не выйдет, Аллах скоро в расчете, говорит. Вышло, все вышло. Аслан, сами чеченцы считают Чечню частью России, говорит. Русский тролль с ником Микола Остапчук. Ну, если бы ты был бы украинцем, я бы тебе сказал, а что считают крымчане по этому поводу? Так. 1000 человек, я в шоке, как можно слушать этого балабола? Ну, во-первых, 1400 сейчас только что было. Во-первых, на минутку. YouTube у нас 1400 смотрят. И это при том, что мой канал на территории России запрещен. Я сам объявляюсь там самым главным врагом там, всего, кого только возможно, вашей фашистской России. Это при этом монетизация убрана, мой канал везде задвигается, на территории Фашни он запрещен. Но, как ты видишь, людям нужна правда, и они ее услышат на этом канале. Только правду и ничего, кроме правды. Отвечаю. Так.
Я смотрю, тут все тролли вот ждут, пока я начну. Ну вы тут с ума сходите. Дайте людям комментарий написать, елки-палки. Вы тут захламили всем. Так. Ну вообще даете. Ну молодцы, ладно, работайте, да. Уважаемые и неуважаемые гости и посетители канала, не показывайте свою безграмотность в политведении и незнание предметов разговора. Кому не нравится, можно свободно покинуть этот канал. Очень уважительно к вам обращается Усман Адаев. Карпенко говорит о чеченца избранные. Не, он говорит экзотика. Избранные я не слышал, экзотика говорит. Ну ладно, ничего. Шалом алейхум, шалом. Я армянин. Ах ты армянин. Почему, говорит, если это ты мне писал, значит, да, я твой просто флаг не мог разглядеть. На фоне моего флага не очень видно все это было. Это ты мне говоришь, помогает соотечественник, это ты мне как армянин, что ли, говоришь? А? Вы же всегда были за русню. Что с вами случилось? Ты уже не за русню, что ли? Так, ну ладно. Ну, не совсем я с тобой согласен. Из 300 тысяч погибших в Чечне в основном были не чеченцы. Это несложно подсчитать. Точнее, я совсем с тобой не согласен, потому что из 300 тысяч погибших подавляющее большинство это чеченцы. Ты пишешь, 95% покинули Грозный, русские не выезжали из Грозного. Да, я согласен с тобой, когда уже начались боевые действия, многие, у кого были родственники в деревнях, там, в других населенных пунктах, туда уезжали. У русских не было в основном родственников там где-то в других районах. И некоторые чеченцы с собой забирали, некоторые русские, а некоторые оставались. Но ты, учитывая тот факт, что первые уехали и начали уезжать, распродавать квартиры, свое имущество, русские, до начала еще войны. До начала войны. Поэтому русских к началу войны было очень мало. Уже очень мало их было. Поэтому и не все погибли. Ну да, я могу сказать, что десятки тысяч русских первые месяцы войны и первые большие потери среди мирного населения были именно среди наших русских, наших граждан. И их было, может быть, десятки, может 10, 20, 30, 50 тысяч их могло быть. Я сейчас не берусь судить. Но подавляющее большинство из всех погибших за все годы вот этих двух русско-чеченских войн, конечно, это были чеченцы. Чеченцы и еще раз чеченцы. Ну, для меня, который сейчас требует справедливости к моему народу, нету разницы, русские или чеченцы убиты. Это наши русские, это наши граждане. Армяне это были, евреи это были. Для меня не имеет значения их национальность, их вероисповедание. Мне важно, чтобы за убийство 300, от 250 до 300 тысяч, 250, более 250, об этом говорит наш президиум, наша единственная легитимная власть чеченского народа. 300 тысяч говорят российская сторона, что погибло. И вот, возьмем вот эту цифру от 250 до 300 тысяч. И мне важно, чтобы вот за этих людей кто-то понес ответственность. Кто виноват в этом, те должны понести за это ответственность. И для меня не важно, какой они национальности, чтобы было понятно, что я тут сейчас сказал. Я реальные цифры говорю, потому что в начале первый удар приняли мирные граждане, большая часть, там и чеченцев очень много погибло, в основном это были русскоязычные, русские это были русскоязычные, украинцы, армяне,
другие третьи там были. Ну, в основном русские, потому что 80% от населения Грозного составляло русскоязычное население. Затем перед войной это очень сильно, эта цифра поменялась. Ну и, как мы понимаем, не все погибли, уже когда начались боевые действия, потом начали выезжать, когда поняли, что русские, как там один наш сосед говорил, что свои идут. И это как бы вас не жалели. Задавался вопрос, как вам относятся чеченцы? Вот, как вы к чеченцам относитесь? Да нормально относимся. Ну как он скажет, он всю жизнь прожил среди чеченцев, что женщина, что мужчина по соседству. И никогда он не видел от чеченцев ничего плохого, кроме помощи, поддержки. Ну, к соседям чеченцы особенно трепетно относятся. И сразу в лоб, предатель. Если женщина, то ты подстилка чеченская. Если ты мужчина, ах ты предатель, ты продался чеченцам. Вот своих русские, которые эти надеялись, что они придут, и там у них все будет в порядке, их там никто не будет обижать, как в Украине. Мне, знаете, один харьковчанин напомнил мне наших, тех русских. Он говорит, до тех пор, пока Харьков не начали напрямую бомбить, я не верил, что русские будут бомбить. Другие города бомбят, Крым отжали, Луганск, Донецк отжали. Сколько уже лет, 10 лет война идет. И вот начинается широкомасштабное вторжение России, начинаются бомбардировки Харькова, и его перевозят, вот этого, показывают его по телевизору. Он говорит, я не мог поверить, я до конца топил за Россию, за Путина. Это его слова, прямо он это рассказывает. И когда уже начали на мирные города падать бомбы, вот тогда его осенило, он тогда понял, ничего ж себе, как же так? Оказывается, все-таки русские по телевизору говорят одно, а реально-то действуют по-другому. Вот точно так же вот меня напоминали наши русские, которые тоже думали, что вот живут они, вот в одном дворе живут, а им по телевизору рассказывают, что вот там в Грозном совершено убийство, в Грозном совершено это. Причем банды тоже были. Опять же, русские банды были. Из тюрем, как вот ЧВК «Вагнер» собрал всех, вот точно это же не в первый раз было. Точно так же они собирали со всех тюрем одного там более-менее умеющего говорить по-чеченски, на чеченском языке, добавляют, и вот закидывают эти банды, и они занимались убийствами, грабежами там и так далее, и так далее. И наши люди, наши граждане, как и вот украинские граждане, которые смотрели российское телевидение, верили, что ужас, там людей едят. Хотя они живут вот в дворе, знают, что никто никого не убил, никого не съел. Но пропаганда говорит так, что вот там чеченцы хотят. В основном дело в том, что еще это накладывалось на то, что у нас очень много было военных. Вот жили вот военные были, военные врачи были. Вот у нас во дворе, ну, по-моему, ну, до десяток, наверное. Это раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, наверное, домов двухэтажные. Одна пятиэтажка и двухэтажные дома. Это не супер большие дома. Но там, наверное, 5, 6, 7 может быть. Может больше, может меньше. Я сейчас просто не помню. Я маленький был, не интересовался. Отставные военные, действующие военные. Там сыновья учатся в Суворовском училище. Вот на военном направлении. Это все были вот те такие люди. И для них это было, ну, во-первых, команда поступает сваливать. Либо же они чувствуют себя виноватыми. Потому что это, ну, скажем так, как и в Украину заселялись насильно, вот точно так же и к нам ведь. Нас ведь освободили от нашей земли, правильно? И туда заселяли русских. С Подмосковья, с детдомов всех свозили, заселяли. Ну, соседи, само собой, все заселялись. Но если не брать соседей, взять на русских, которых навезли нам со всего Советского Союза. Вот они, наверное, чувствовали, что да, они виноваты, что они колонисты, они потомки оккупантов, и что их будут репрессировать. Да, некоторые, может быть, и пострадали от этого. Я не знаю все детали. Но по факту таких массовых вот этих движений не было, как нам пытаются представить. Так, одну секунду. Сейчас, подождите.
Сейчас. Ну да ладно. Пойдемте дальше. Валейкум салам. Скрем. Ассаламу алейкум, брат. Я первый раз на этом канале. Не скажете, объясните мне, этот флаг вроде чеченский и американский. Да, это флаг Чеченской Республики Ичкерия. И, как ты видишь, белые и красные полосы совпадают. Красная полоса и две белые совпадают. Вот я вывесил вот так эти два флага. Да, это ичкерийские, чеченские и американский флаг. Так, подождите, я вот этих чуть-чуть открою, потому что они сбивают, и тут ничего не видно. Вот эти всякая троллятина. Ты предатель России, говорит. Да? Чего-то не знаю. В одном Октябрьском районе города Грозного погибло более 50 тысяч населения, именно чеченцев, так как русские сбежали еще до войны, оставшихся ценой жизни чеченцев. 50 тысяч – это очень большая цифра. Ты понимаешь ведь, да? Ты понимаешь, что за первую русско-чеченскую войну у нас погибло население от где-то в пределах 120 тысяч, может быть, до 140 тысяч. Да, в Грозном были самые большие потери, но они были за 2 года. Вот эти 120 тысяч. Поэтому, мне кажется, твоя цифра в 50 тысяч, она немного, возможно, преувеличена. Погибло очень много людей, но если мы будем выдумывать какие-то там от потолка лепить цифры, то мы потеряем доверие к той информации, которую мы сообщаем. А мы должны опираться на факты и приводить только проверенную информацию, чтобы разные вот эта троллятина, которая пишет здесь, чтобы она не имела оснований лгать на нас. Хотя лгать она будет в любом случае, но, по крайней мере, чтобы люди понимали, о чем мы говорим. И всегда мы должны приводить факты. В одном районе 50 тысяч, ну, это очень много. Я полагаю, тогда все жители этого района должны погибнуть. Нужен еще израильский флаг. Конечно, нужен, он есть. Я же его вывешивал в позапрошлом своем стриме. Так, превращает вторую армию мира. Так, ВСУ превращает вторую. Какой смысл ты вкладываешь в эти два флага вместе? Ну, это я предлагаю тебе додумать эти мысли и эти смыслы и так далее. Я предлагаю тебе возможность дать полет фантазии твой используй. Так, Россия всегда будет винить другую страну, совершенно верно. Ассаламу алейкум, брат из Казахстана, ва алейкум ассалам. Чеченский действует. Кадыр сдаст. Я не понимаю, Виктор, что вы хотите сказать. Добрый вечер. Не только чеченцы, всегда были виноваты лица кавказской национальности. Ну, я как чеченец, я вам скажу, что лица кавказской национальности, которых вы так называете, которых первый этот оборот, этот термин пустил Лужков, мэр Москвы, могу сказать, что лица кавказской национальности,
когда нас задерживали, когда забирали в отделы полиции, всегда говорили, что они не чеченцы. Я армянин, я грузин, я ингуш. Разные говорили, но особое отношение было к нам, чеченцам. Это я просто знаю. А так, конечно, доставалось всем, и сейчас достается, и евреям достается. Как Джахар говорил, сперва был еврейский сионизм, который абсолютным злом представлялся. Потом это набило оскомину, евреи стали сильнее и переключились на чеченцев. Теперь наша задача стать тоже сильнее, чтобы слезли вот эти мерзавцы и фашисты с нашей шеи. Как-то так, да. Все, версию. Молодец, ухода, версию. Полный вперед, духу. Спасибо вам. И вам, Виктор, спасибо. Шалом, ночис. Шалом, Нина, шалом. Шалом, Израиль. Ассаламу алейкум, санохчу, бусал ваша саму, алейк салам, гламурдику дал бухастам хаму. Чеченским много умерли, русским пора и будет понять. Русские зяка, что стови. Русский зяк. Ну, не понимаю. Ну, первую часть понял. Почему ты поддерживаешь Израиль? Но я поддерживаю справедливость. Израиль абсолютно прав в своей борьбе, на мой взгляд. Это моя личная позиция, и я тебя к ней не принуждаю. Я считаю, что Израиль имеет право защищаться, и пока есть уникальная возможность, пока фашнявая Россия сейчас дышит на ладан, и ей сейчас не до своих вот этих миньонов, Израиль делает свою работу, чтобы их будущие поколения были в безопасности, на мой взгляд. Конечно же, если чрезмерно применять силу, если какие-то жестокости проявлять, как позавчера во время стрима Аят Идигов сказал, что и это очень мудрая мысль, от которой я думал, что потом это эскалирование произойдет, этой ненависти, этого зла, которое сейчас происходит. Так я считаю, что Израиль имеет полное право себя защищать, имеет право на свое государство, на своей земле, тысячи лет принадлежавшей ему, только еврейскому народу. Они имеют право защищаться, и никто не имеет права им отказывать в их законном праве. А если они нарушают какие-то вещи, например, никто же не отказывает Украине в праве зайти в Курскую область. Мы видели возмущение, что как Украина посмела войти в Курскую область, как она могла? Нет. Понимаете? Через 2,5 года после нападения Украина смогла, через 10 лет точнее, почти 10 лет, Украина даже больше 10 лет уже получается, да? Украина смогла зайти и занять часть Курской области. Сделал, правильно сделал? На мой взгляд, правильно сделал. А что ей еще остается делать? На своей территории воевать? Нет, пусть это будет на российской территории. Пусть продолжают там воевать. То же самое касается Израиля. У него есть право защищать свою страну, свою землю. И я полностью в этом его поддерживаю. И сейчас следовало бы всем это сделать. И не сидеть и там раздувать там щеки. А реально, если Израиль превышает какие-то, не фейк, не дезинформация, которую как русские пропагандисты, так и арабские пропагандисты массированно просто заливают в интернет, вместо того, чтобы отказывать в законном праве Израиля на свое государство и на свою защиту, жизненную защиту, понимаете? Это не Россия, которая уйдет из Украины, и она останется без земли. Нет, Израилю предлагают вообще исчезнуть. Евреям предлагают вообще покинуть эту территорию и не находиться там. Утопиться в море, сгореть там в газовых камерах, там, печах, еще что-то. Вот что им уготовано. И это никто не скрывает. Правильно? Понимаете? И поэтому Израиль, мы должны делать так, чтобы Цахал, если он нарушает, если это ЗСУ нарушает,
Цахал нарушает. Мы должны все это прямо говорить и указывать, нарушать международное право, правила ведения, обычаи войны. Если нарушают, мы должны на это указывать. А не так, что вот евреям нужно, их всех нужно закончить. Вы же это подразумеваете все, правильно? А что по-другому, если бы вы это не подразумевали, вы бы говорили бы об убитых 1200 человек первыми напавшими и убившими. Говорят, там ракеты друг друга обстреливают. Так обстреливали, и эти обстреливали, и те обстреливали, и теракты совершались, и то делалось, и превышения были, и преступные действия были. Не спорю. Вполне возможно, идет уже 80 лет эта война. Но после того, как было какое-то перемирие, зашли и убили 1200 человек. И еще сотни ракет пустили. И только благодаря тому, что Израиль уже многие десятилетия готов к этой ситуации, и удалось избежать еще больших потерь, которые рассчитывались. А вообще план рассчитанный не на Израиль. Израиль это только предлог. Это повод против Америки, против Запада. Для чего? Для того, чтобы отвлечь внимание от поражения России в Украине. Понимаете? И на 7 октября, на день рождения Путина, это не случайная такая дата совпадения. Хотя потом пытались переиграть, сказать, что это было там на 6-е как бы планировалось, там день какой-то там 3-10, но не 6 октября сделали, а 7 в день рождения Путина. И я уверен, российские спецслужбы, российская ГРУ там тоже принимала участие. Я в этом абсолютно уверен. Абсолютно просто я уверен. А вы сидите нам рассказываете, это нельзя, то нельзя, да? Умрем. И мы, чеченцы, тоже застрелимся, тоже мы же мешаем, мы требуем свои права. Давайте мы все закончимся разом, чтобы вам легче стало. Империям, Арабской империи, Русской империи. Вам, фашистам, чтобы вы вздохнули легко. Нет, я с этим не согласен. Каждый народ имеет право на свою защиту. И это Богом данное право и Богом данная земля этим евреям. Понимаете? И они там будут жить 1000 лет. Хотят этого кто-то или не хочет. Не потому, что я так говорю. А потому, что этот народ 2000 лет мечтал вернуться на свою землю и восстановить. Они были изгнаны, убиты, ограблены. И нет хорошей жизни, человек со своей земли уходит. Чеченцы хорошо поймут. Посмотрите, в Турции и Иордании, как оказались, в Сирии, как оказались чеченцы. Просто проследите историю, вы поймете, что это после тотального геноцида они туда перебрались. России русскими при помощи подруги Турции, между прочим, которая очень много содействовала своей соседке Русне. Вот как-то так. Из этого исходите. Если вы говорите про убийство, гибель гражданского населения с этой стороны, то будьте добры говорить об этом. Либо вы не имеете права об этом говорить. Тогда вы, получается, самый настоящий фашист. Зачем 1200 убивают, 200 с чем-то, 300 людей угоняются, женщины, дети, уничтожаются, бомбятся ракетами, там, как что могут, делают. И потом нужно сказать, ну вот, извините, мы будем про этих не говорить, а вот этих вот будем говорить. Так не делается. Мне жалко, всех жалко. Палестинских детей, женщин, конечно, жалко. Но эту войну на головы Палестины привели Хамас, ЧВК, русско-иранская ЧВК Хамас. Понимаете? Они привели на эту голову. Они знали, какие у них силы, какие силы у Израиля. Цель-то была не в этом. Они-то рассчитывали не в этом. Они на свои силы не рассчитывали. Цель была разжечь мировой исламский пожар революции во всем мире. Этот пожар мировой революции они готовили десятилетиями. Русские, КГБ, ГРУ. Они это десятилетиями в советское время готовили. Везде в арабских странах, вы если обратили внимание, половина проамериканцев, ну не половина, сейчас уже около половины проамериканские, а в основном все были просоветские. Арабы, мусульмане. Понимаете? А кто были советские? Советские были сатанистами. Как нынешние россияне во власти в Кремле сатанисты, так были и советские власти сатанисты.
Потому что на кровавой Красной площади лежит их бог Ленин, который их миллионами убил. И они туда водят детишек. Это самое безобидное. Но это очень... Это самое безобидное. На самом деле Россия это абсолютное беспримесное зло. Это сатанизм, чистейшей воды сатанизм. Понимаете? Что они делают с народами, что они делают там с людьми, и со своими людьми тоже. Ленин тот же самый убил русских больше, не меньше, чем украинцев там, и других остальных. Понимаете? А что с украинцами сделали, мы тоже знаем. Миллионы просто с голоду уничтожили. Это самым жестоким способом. И также и чеченцев, также и ингушей, также и много-много народов. И это началось не с коммунизма. Русская империя истребляла народы Кавказа, Украины, там, других, сибирские народы. В огромном количестве вырезались. Например, много народов уже фактически исчезло, фактически уже перестали существовать. Языки исчезли, народы исчезли. Но на Кавказе, например, убыхи и шапсуды почти не осталось. Все, народности, находящиеся, черкесские, адыгские народы, фактически перестали существовать. Чеченцев было 2 миллиона, стало 120 тысяч. Так, на минутку, 6% осталось. Фактически после этого народ не восстанавливается. Вообще нет, в принципе, возможности восстановиться. Но нет же, восстановились и опять, и опять. Поэтому это такая самая страшная империя зла. Абсолютно аморальная и фашистская. Понимаете? И сегодня то, что происходит в Украине, это последствия всего этого. И задача была у этого КГБ СССР разжечь мировой пожар революции. И перед тем, как напасть 7 октября на Израиль, вы можете посмотреть видео, я об этом говорю, потому что прямые просто признаки всего этого я видел. Вот эти чеченоговорящие разные блогеры, разные там агентура, которая здесь в Европе осела, и не только в Европе, и самой России, там где находится. Эти деятели усиленно навязывали, сейчас джихад, сейчас мы должны подняться. А я помню, как в Сирию нас поднимали. Очень хорошо помню, как пылесосом всю молодежь пассионарную из Европы собрали и отправили туда, в Сирию. Ни спасибо, ни благодарности, ничего мы от Сирии не получили. Только трупы и плохое имя, плохая репутация на весь мир и даже в Сирии. Понимаете? Вот к чему готовилось. И нужно было разжечь пожар, всех мусульман поднять. Вот Израиль это враг и так далее. И мы все должны... Они так много пропагандировали, что Израиль, Америка враг, что сами поверили. А мы, мусульмане, уже поняли, кто такая Россия, сатанистская Россия. И вся ее пропаганда от нее, которая исходит, она абсолютно лжива и нечестна. И благодаря этому мусульмане, как вы видите, не поднялись. Понимаете? Опять прокол, опять всех переиграл Путин. Понимаете? Вот что произошло. План был такой. План не было, что сейчас Израиль понесет 1200 потерь, 200 угонят у них в заложники. И потом Израиль просто втопчет в землю Хамас и начнет методично, а вы обратили внимание, точечно уничтожать террористов Хизбаллы. Никто этого не ожидал. Израилю нужно было защищаться от всех арабов, от всех мусульман по всей Европе, во всем мире. Все евреи должны были стать целью, на них должны были все нападать, убивать, там, грабить, еще что-то делать и так далее. Ничего из этого не вышло. Ничего не вышло. Я считаю, что это очень хороший показатель, между прочим. Это очень хороший показатель. Потому что больше нас обманывать вы не будете. Мы будем разоблачать вас. Мы будем говорить о вас, о вашем ГРУ, о вашем ФСБ, КГБ. И будем доносить до людей правду. Нам евреи ничего не сделали.
Там и чисто соседи, между прочим, семиты, родственники, между собой воюют. Да, 100 лет, 200 лет, 1000 лет этот конфликт у них идет. Но мы, мусульмане, и наш ислам, и наш Коран к этому конфликту не имеют никакого ровным счетом никакого отношения. Только лишь из-за того, что арабы и русская пропаганда, КГБшная, ГРУшная, она посчитала, что они таким образом будут нас использовать и нам вдалбливать эту информацию. Нет. Но приведите мне один аят, один Коран, где евреев нужно уничтожать, говорится. Этого нет. А если этого нет, и это утверждается разными исламскими, а-ля исламскими там разными там деятелями и так далее, то это самый большой грех в исламе. Говорить того, что нет в Коране, и того, что нет в исламе. Вы вводите нововведение, вы искажаете ислам. Это тягчайший грех, это смертельный грех, может быть смертельный. Я не знаю, знаю, что это тягчайший грех. И прощения за это не будет. И таким образом мусульман обманывают. А я против этого. Я хочу дружить с евреями, я хочу дружить с Америкой, я хочу дружить с Германией. Я хочу, чтобы мой народ развивался, которые загнали в каменный век, представляют какими-то людоедами, скотоложцами, не знаю, дикарями, какими-то родоплеменные какие-то отношения, выдумав, высосав из пальца всю эту информацию. Нет, это не так. Мы не согласны. Я лично не согласен. Так, давайте дальше. Так, Израиль провел успешную операцию по уничтожению главаря террористической организации Хизбалла. Да. Так, друзья, я перемотаю немножко. В 90-е годы я была молодая, юная, но понимала, что это геноцид чеченского народа. Многие мне говорили, что не лезь, не твое дело. Я тогда понимала, что творят русские фашисты. Светлана, вы были из числа... В 90-е еще немножко понимали, была какая-то информация, были иностранные журналисты у нас, которые все фиксировали, все снимали. Но потом русские их начали методично отстреливать. Под видом, что это случайно произошло, потом, что это мы сделали, потом Красный Крест нам помогал, их уничтожали там за один день, там сколько, 7, 8, 11 человек, их просто зашли в больницу, там их, или в школе они были расположены, там их всех убили. И это все делала Россия. Российские спецслужбы, русские спецслужбы это делали. Однозначно, 100%. И потихонечку вообще любая информация прекратилась. Более того, русские не только иностранных наблюдателей, иностранных журналистов лишили доступа или желания наблюдателей фиксировать то, что происходит во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия. Но даже Мовлади Удугов такой, есть пропагандист, который сейчас живет в Турции, и отстаивает интересы Кремля и Турции, конечно же, не за бесплатно. Этот человек представлялся российской пропагандой как единственный, кто победил информационно Россию. Представьте, вы можете представить, чтобы КГБ или ФСБ сказала о том, что их победили какой-то один человек. Я могу представить только в одном случае, если этот человек работает уже на них. Только в таком они случае скажут, что их победили. А на самом деле его задача была только та информация, которая собиралась, он раздавал иностранным журналистам, которые были, да, немножко грамотные, и все, на этом его таланты заканчиваются. Но затем они информационного главного рупора нашего фактически заставили делать ему работать на них. Да, он очень много патриотичной, всякой такой мощной вещи говорил. Он, этот Кавказ-центр, реально, там, наши президенты на нем выкладывались, интервью, информация, видео, все выкладывалось и как бы заслуживал
доверие, определенное доверие заслуживал. Но в итоге, в конечном итоге получилось так, что все, что они делали, вышло в 1000 раз нам во вред. Именно Кавказ-центр был тот рупор, который как пылесос высасывал всю нашу молодежь из Европы, пассионарную часть, и отправлял на священную войну помогать демократически выступивших против Башара Асада сирийских оппозиционеров. Не там, халифат строить, а потом это уже халифат все начали превращать. А вначале совсем по-другому было. И все, и чеченцы оказались там уже, ты мусульманин, вокруг, ты не знаешь, что в информационном пространстве происходит. Ты воюешь, тебе до всех деталей нет дела и времени просто. А тебя представляют ИГИЛом, МИГИЛом, 3-е, 10-е, и в конце концов тебя убивают, и все, и был ИГИЛовец. Все, вот что осталось от человека, который от чистой души пошел помогать как доброволец сирийскому народу. При помощи Европы, которая открывала им коридоры, которая поддерживала оппозицию, вот эту демократическую в Сирии. А потом почему-то, когда не пошло все как хотелось, потому что Россия стала Асаду помогать, и Асад там выстоял, Иран помогал, все силы зла объединились вокруг Асада, и все сказали: ой, извините, ну да ладно. А чеченцам остались уголовные дела, трупы, дети, сироты, которые остались там, тут, которые... Вот все, что осталось чеченцам. Благодаря Кавказ-центру, который просто днем и ночью нам рассказывает. А сегодня Кавказ-центр нам рассказывает, что нужно воевать против Израиля. Понимаете? Самый антисемитский представляется, абсолютно это не чеченский канал. Я со всей ответственностью публично, открыто заявляю, Кавказ-центр работает на Турцию, на кого? На свой карман работает, на Турцию, но только не на чеченцев. Не только вот с Израилем вот эти события. Я вам привожу пример по Сирии, как это было. А еще было еще раньше. Оказывается, там много чего было сделано и во вред чеченскому народу и государству именно Кавказ-центром. Это русскоязычное турецкое издание, которое специализируется на чеченской тематике. Все. Вот вся связь. Но зато какой махровый антисемитизм там развязывается. А к чему это делается? А это делается к тому, чтобы завтра чеченца какого-нибудь оболванить этой пропагандой, который, как я, читает от корки до корки этот Кавказ-центр. Ему сказать: давай, сделай, там, напади на синагогу, напади там на Израиль, еще что-то. А потом кричать на весь мир: вот чеченцы, вот он шахидом стал, погиб там, сражаясь и так далее. Это делают турецкие спецслужбы, я утверждаю, турецкие спецслужбы, турецкая власть, не разрывая дипломатических отношений с Израилем, занимается торговлей, всеми делами, а на его территории работает абсолютно античеченский. И вот то, что неудобно им прямо говорить, они же великие, Турция она великая, они должны управлять Ичкерией, Кавказом, они там великий Туран у них там, все такое. Поэтому они не могут говорить вот такие вещи, которые могут говорить только необразованные, дикие какие-то племена. Пусть это говорит Кавказ-центр. Имя-то он себе уже сделал, бабкой туда много вложено. Наши президенты выступали раньше, когда считали, что это такой уважаемый ресурс, там, грамотный, профессиональный ресурс и так далее. В итоге получилось то, вот, что мы видим. Поэтому всем я ответственно заявляю, открыто, публично, под запись, что этот Кавказ-центр чеченских чаяний, чеченских интересов не преследует, последние 20-30 лет уже. 20, может быть, 30 лет уже не преследует. Вот напрочь. Нету там чеченских интересов. Поэтому запомните, ничего чеченского там нет. Это все делает Турция и Россия. Турция и Россия. Вот что это делается. Давайте, друзья, перемотаю.
В демократическом государстве власть служит народу, а в диктаторском государстве народ служит власти. Неужели нужно столько много ума, чтобы сделать правильный выбор? Совершенно верно, Осман. Асан, расскажи историю Арабских Эмиратов, как они развивались из необразованных бедуинов. Да, эту историю, она всем известна, как развивалась Эмираты, Арабские Эмираты, мы все знаем. Они нашли нефть, у них нашли нефть, и они решили привлечь английских, западных инвесторов, американских, английских и других европейских. И им предложили условия 75% нам, 25% вам. Просто кабалинные такие, кабалинные условия, да, отвратительные условия. Но они согласились, но они сказали, давай при одном условии. Вы будете обучать наших детей, создавать нам школы, строить, забирать вузы во всех самых крутых вузах мира. За Арабскими Эмиратами закреплены места студентов, куда отправляют. Сказали, хорошо, по-моему, на 20 лет, да, если я не ошибаюсь, это было, или 25 лет был первый контракт заключен, и 25% остается только арабам, а 75% забирают инвесторы, которые там добывают эту нефть. Но кроме пустыни там ничего не было, нужно всю инфраструктуру строить, там, много что нужно вкладываться, и это риск. Поэтому вот такие вот им условия были, жесткие выдвинуты. Они согласились, потому что, в принципе, у них и выбора, видимо, не было. Сами они добывать ее не смогли бы и так далее. И вот через 20-30 лет, 50 лет мы не узнаем Арабские Эмираты. Все там имеется, все супер, все богатые, все успешные, все образованные. И все пытаются туда поехать. Понимаете? Вот такая вот история. И она мне очень нравится. Но мне еще больше, чем эта история с Арабскими Эмиратами, мне нравится история Израиля. Мне нравится, что Израиль сделал себя сам, фактически из торговцев. Я в прошлый раз торгаши сказал, ничего плохого я в это не вкладывал. Торговцы и по факту, кто? Банкиры, торговцы, не военной профессии. Нация, фактически, хотя если обратить внимание, все какие-нибудь крупные бандитские группировки, что в России, что в мире, везде присутствует, и лидер у них еврей получается. Это говорит о том, что и бойцовские качества там тоже присутствовали всегда. Но не было своей земли. Понимаете, вот сейчас, если нас сейчас немцы начнут здесь, в Германии, репрессировать, что мы можем против этого сделать? Фактически ничего мы не можем сделать. Понимаете, у нас ничего нет. Нас могут точно загнать в камеры и что угодно с нами делать. Но точно так же, когда у тебя нет своего тыла, своей страны, своей армии, своих спецслужб, вот с тобой происходит то, что произошло с евреями тогда. Или что сейчас происходит с чеченцами. И вот такая вот ситуация. Евреи сделали себя нацией воинов. За 80 лет, за 3 поколения они укрепились и теперь делают, у них есть союзники, конечно, мощнейшие, все имеется, и дальше будет только лучше у Израиля. Я на это очень рассчитываю и надеюсь. Поэтому мне больше нравится даже не то, что разбогатели. Для чеченцев деньги, конечно, большое значение имеют, как и для евреев, наверное, но они у нас не на первом месте стоит. В первом месте это честь, защита репутации своей семьи, своей родины, своей земли. Поэтому мне ближе опыт именно Израиля, чтобы и женщины, и мужчины служили. Женщины занимаются сейчас много профессий военных, которые могут женщины заниматься. Это укрепляет нацию, это выявляет слабые звенья, когда ты находишься в коллективе,
каждый год там проходишь определенную службу где-то, там, раз в 3 месяца, раз в полгода, ну там на 3 месяца, раз в год, там, ну, по-разному там у них все это бывает. Вот мне, в принципе, вот что этот пример мне интересен, очень интересен. Так, давайте дальше. Аслан любит страны, которые... Нет, Сережка, Гришков, ну тебе же говорить, вы же главные убийцы чеченского народа, русские. Когда вы заходите сюда, там, топите, там, я не знаю, за палестинцев, там, вы топите там за иранцев, там, за ливанцев. Ну, я все понимаю, это ваши друзья, и вы за них топите. Ну, когда вы ко мне, к чеченцу, заходите, вы сперва по вашей, ну, если вы были бы христианами, то по христианской традиции. А так как вы сатанисты, и Ленин ваш бог, лежащий на Красной площади, то, наверное, вы этого не сделаете. Но по факту, как называющий себя христианами, вы должны стать на колени и, склонив голову, просить прощения у меня, понимаете, у всех чеченцев за то, что вы с нами сделали. А ты тут заходишь, мне что-то объясняешь. Вы нас убивали за то, что мы чеченцы. Не сейчас, когда там Масхадов был, Дудаев был. Не сейчас. 3-4 века, 3,5 века вы нас убиваете. Понимаешь? Когда какие бы строи у вас там не менялись, какие бы цари у вас не менялись, вы нас все время убиваете. Каждые 50 лет вы гоняете нас в средневековье. Уничтожаете просто всех мужчин, понимаете? Всех, кто может для вас представлять хоть какую-то опасность или угрозу. И вы мне заходите, разговариваете, я хочу вас за русским кораблем послать, понимаешь? За русским, кто у вас там, Москва, который на дне лежит. Вот, идите за ним. Понятно вам? Бесстыжие просто. Заходить ко мне на канал и мне что-то рассказывать. Вы вообще, кто бы ни говорил, вы не имеете права мне что-либо говорить. Понимаете? Потому что вы виноваты перед нами. Извиняйтесь, простите. И если я вас прощу, вот тогда, может быть, вам можно будет зайти и вспоминать там про мусульман, про палестинцев, про еще каких-нибудь террорюк. Это уже другой разговор. А сейчас нет никакого права у вас. Так. Ингуши поддержим Ичкерии, но не сегодняшнюю Чечню, говорит Сула. Сегодняшняя Чечня это не Ичкерия, это российская оккупированная территория. Если ее поддерживают, то, конечно же, тогда это вопиющий факт. Баркал, ингуш, Баркал. В демократическом государстве власть служит народу. Это уже было, я уже читал. Южный Кавказ почти захватил Турция, кстати. Да. Машуэль Аслан, ты был 1000 прав, как Черчилль. Карфаген, Маш, Делер Салам, Машуль, Хаоэль, Маш. Уважаемый Аслан, сердце кровью обливается от того, что украинская власть уничтожает Украину. Да, понятно. Людмила, я не считаю, что украинская власть уничтожает украинцев. Украинцев уничтожает русская оккупационная армия и никто иной. То, что есть большие проблемы в украинской власти, это факт. Но уничтожает ее Россия, российская, русская армия. Поэтому, если мы говорим какие-то вещи, нужно персонализировать конкретно. Если в этом СБУ есть у нас претензии, СБУ. К Зеленскому, Ермаку. А власть, она большая. Там много кто из чего состоит. Поэтому украинская власть и украинский народ на одной стороне. И как только украинская власть будет не на стороне украинского народа, я вас уверяю, этот народ, как до этого неоднократно нам показывал, даст пинка любому, кто будет не с ней, с этим украинским народом. Так, вопросы, претензии есть. У меня, например, по чеченской теме есть там вопросы и к разным там блогерам, и разным деятелям, и так далее. Ни к украинскому народу, ни к украинской ЗСУ, ни к украинской, по большей части власти у меня претензий нет и быть не может. Я должен их поддерживать. И мы все должны их поддерживать. До полной победы. До полной победы.
Так. Не только вас, Азербайджан, Дагестан, общем мусульманина не убивали, будут убивать. Да, Акула Морген, абсолютно с тобой согласен. Да, не только, к большому сожалению, не только чеченцев убивала русская власть, она убивала всех на Кавказе, и азербайджанцев, и всех, кого только она могла убить. Это правда. Так. Давайте почитаем в ТикТок у нас. Что-то было, только уже почти, по-моему, 2000 было, нет? А что сейчас упало? 1300? 1800 было. А вы комментариев не пишите, лайков всего там поставлено. Тот, кто в России, не ставьте лайки, друзья. Тот, кто в России, не ставьте. Все остальные давайте ставьте. А, это здесь мне спамят. Ассаламу алейкум, наш уважаемый брат. Ва алейкум салам, Вера. Ва алейкум салам. Так. Брат ты лезгин? Нет, я чеченец. Вас очень интересно слушать. Спасибо. Пожалуйста. Ну, заспамил он мне тут со своей Славой Русней. Бай-бай, Хасан Насралла. Бай-бай, Даниэл. Да. Узкий смотрит на себя, что вы творили за 3 века с моим народом. Смотрите на себя. Да, Ичкерия Форева, Машволь. Так, умница, молодец. Спасибо, Макс. Спасибо. Правду говорить несложно. Тумсо шестерка Кадырова. Тумсо потомственный агент российских спецслужб. Потомственный. КГБ, ФСБ, ГРУ. Ну, это все одна. Разные. Относятся к разным. И как и Кадыров, это шестерка российских спецслужб. Просто конкурирующая с Кадыровым. Это вот внутрироссийская ГБшная, ГРУшная агентура. Вот и все. Они иногда лютой ненавистью, как пауки в банке, лютой ненавистью друг друга ненавидят. И вот Тумсо Абдурахманов из этой серии. Спасибо, Людмила, спасибо и вам. Удачи и крепкого здоровья. Надеюсь, руснявые села, города будут гореть еще больше. Нужно бить, что они на себе ощутили прелести войны. Российские города уже горят. Ну, не так, как, конечно, в Украине они горят, но будут еще гореть. И удары вот этими ракетами мощными. Все только-только начинается для России. Все только-только начинается. И если кто-то думает, что Путин, там, Россия может делать сейчас Украиной что-то, вы даже не представляете, что происходит. Россияне, вот я к вам обращаюсь в основном в этом своем фрагменте своего стрима. Дело в том, что в Украине, знаете, как идет война? Украинцы уже, артиллерия украинская, дроны, так уже все отработали, так уже все подготовили. Вот населенные пункты какие-нибудь, Угледар, Солидар, там, Бахмут, там что-то, Бахмут-то еще он более-менее большой. А так 10-12 тысяч населения. Представьте себе, это деревня, это село небольшое. Или большое, ну, село это, деревня. И украинцы пытаются не вступать в прямые городские там контактные бои. Накрывают артиллерией. Они отходят, точно как вы, русские, действовали против нас. Наша задача была добежать до вас и сразиться с вами в кинжальном огне, где гранатомет достает, автомат достает там и так далее. Вы делали все возможное, чтобы мы до вас не добегали.
у вас там линия обороны, артиллерия, авиация, вертолеты. И вот мы на вас бежим, вы отступаете. Мы бежим, вы отступаете. Мы ночью подползаем, нападаем. Это в Ичкерии, когда война шла. Вы сразу же отступаете. Или же слишком в обороне сидите, там окопы вырыли и закрываетесь. А у нас и патроны, и все это у нас не как у Украины, да, нескончаемым потоком идет. Да, я вам по секрету открою, русский, тайну. Днем и ночью по воде и по суше, морем и железной дорогой, по воздуху и во всяческими другими способами, без остановки завозится оружие в Украину. Если вы думаете, что у них что-то закончится, им что-то не хватит, всегда, конечно, не хватает. Всегда, как говорится, особенно на войне, всегда все нужно. Но то, что вас будут жалеть, экономя свои патроны или снаряды, вы это можете забыть просто-напросто. Днем и ночью заводится. Я вам секрет раскрою, который знают все ваши генералы. Ваши генералы, ваши политики русские знают, что вы войну не выиграете. Ваш Федоров, человек Путина, который депутат с 90-х годов, КГБшник, матерый такой, прожженный КГБшник. Он говорит, что уже 2,5 года идет война. Это видео у меня есть на канале, отрывок, фрагмент из его стрима я выложил у себя. Он говорит, что мы 2 года абсолютно бесперспективно ведем войну. Каждый день у вас 1200, 1000, 1400, 800 убитыми, ранеными. И вы ведете абсолютно бесперспективную, безвыигрышную войну. Только лишь для того, чтобы один день Путин и КГБ, ФСБ на Лубянке один день смогли просидеть. Для этого каждый день 1000 убитых и искалеченных людей кладутся. Каждый божий день. Вы представьте себе. Каждый божий день. Они сами говорят, это видео у меня есть, и даже это вас не смущает, русские. Они сами говорят, что 2,5 года идет эта война широкомасштабная. 2 года, 1,5-2 года, что абсолютно мы ничего не сможем сделать. Оборону нужно держать в Москве. Об этом я уже больше года вам говорю. Вот я сегодня выложил видео, еще в ноябре стрим у меня был. Москва готовится к обороне. Что там бои будут. Это в ноябре 2023 я это видео еще, стрим свой выложил. Еще до этого я уже понимал, что вы готовитесь к обороне в Москве. Понимаете, Москва будут бомбить Москву. Москва будет обороняться. Путин будет, и КГБ, ФСБ будет свергнуто. И для того, чтобы, понимая, что выиграть Украине они не могут, они каждый день посылают на эти мясные штурмы. Вот им нужно отвлечь вот этих украинских артиллеристов, военных. Вот для этого в среднем нужно 1000-1500 каждый день положить россиян. Убитыми и ранеными. Представьте себе. Рано или поздно это цифры-то заканчиваются, люди-то заканчиваются, они тоже не бесконечные, эти цифры. А украинцы как воюют? Как вы, как я сказал, с нами отступают. Что им населенный пункт, там какой-нибудь Солидар. Мирных они, кто захотел, вывезут. Сейчас уже и насильно, мне кажется, они эвакуируют, заставляют там, вывозят там людей уже, когда готовится там какое-то там русское наступление. Но по факту, да, украинцы тоже несут колоссальные потери. Колоссальные, это тоже. Но по сравнению с вами, конечно, намного меньше. И вот они отступают, и вас накрывают артиллерией. Вот вся война. Вот вся война. Вы выиграть эту войну не можете ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах. Понимаете? Это нужно понять. И потом будет сейчас защита, оборона в Москве будет. Уже Москву готовят. Подготовили уже, можно сказать. В принципе, к обороне Москву будут готовить. Но, как мы видели, что стало с Хасаном Насраллой, тоже сможет стать и с Путиным Насраллой. Владимиром Насраллой, понимаете? Вот что будет с ними, в конце концов. И, задача их максимум прожить. Отправляю вас, россиян, на войну. Вот к чему. За что? Я не понимаю, за что вы, русские, воюете. Сейчас, смотрите, как начали русские говорить. Вместо того, чтобы признать, что война была преступна, что имперский нарратив, он нам не нужен, его нужно отмечь.
и он не должен присутствовать, имперский нарратив. Вместо этого начинает говорить, что Путин недостаточно подготовился к войне, он там с американцами заодно нас направляет. Значит, вы и есть та фашня, понимаете? Вместо того, чтобы посыпать голову пеплом, стать на колени перед украинцами, ничего зазорного, если ты убиваешь чужих женщин, детей и людей, и мужчин, зазорно извиниться, стать на колени, ничего в этом нет, потому что убьют твоих женщин, детей. И ты должен этому положить конец, если ты виноват. А вы об этом не говорите. Вы говорите, Путин с американцами заодно. Это он с ними вместе это начал. Представьте, когда он был, Володя Владимир, собиратель земель русских, тогда он был великий царь, кто он у вас там? А как только не пошло, все, и причем свое людоедство вы от этого не отказываетесь. Значит, Путин договорился, Путин сделал, а украинцы наши братья, конечно, теперь они ваши братья. А где вы были, когда вы своему брату нож в спину воткнули? Вы думаете, это так легко забыть? Мне, например, очень трудно забыть, даже вы не мои братья, не забыть, как вы, которые вчерашние советские наши граждане, которым мы вам ничего не сделали, мы только хотели жить свободно от вас. Единственное наше желание не жить с вами. Понимаете? Причем наших русских мы не изгоняли, мы против не имели, ничего против них. Вы пришли и убили наших граждан, наших русских. И вот я не могу это просто так взять и забыть. Как это? Мы ничего им не сделали. Они взорвали свои дома. Ну, сперва не дома, поменьше взрывали там. Переезды железнодорожные, там по мелочи ваше ФСБ. ФСК это тогда называлось. А уже вторую войну уже подготовились по-крупному. Взорвали дома своих же россиян, которых ваша ФСБ должна была охранять. По конституции, по закону, по логике, по здравому смыслу, по человечности. И сказали, это сделали чеченцы. И все радостно побежали. Вот если бы мы тогда дали бы вам отпор, у нас хватило бы сил, нам бы Америка помогла, бы Англия помогла, нам бы весь мир помог бы, а не наоборот, им помог. То в таком случае вы бы тоже говорили бы, что тогда на взлете ваш Путин оказался, вот он дома взорвал, какой же он плохой наших русских убил. Но когда он не проиграл и весь мир его поддержал в уничтожении чеченцев, вот тогда вы сказали, что он великий русский собиратель, вот Ельцин алкаш, а этот пришел, Россию на ноги поставил, то она стояла на карачках. Я не понимаю, зачем ваша страна стояла на карачках. Мне никогда, вот сейчас наш народ оккупирован, вы убили треть нашего населения. Я не считаю, что наш народ стоит на коленях или на карачках. В голову такая ассоциация не приходит. А у вас вот Путин поднял ее с колен, поставил на ноги, там великое. А теперь начали наши украинские братья, мы, оказывается, да, это чечены виноваты, Кадыров виноват. Оказывается, Кадыров виноват, который по вашему приказу уничтожал чеченский народ, оказывается, он теперь виноват. А нет, так дела не делаются, Дэн. Так. Надеюсь, руснявые села, города, вот так это уже было. Знаю, надеюсь, градус подобных атак силы Украины несколько раз больше будут применять, даже в глубине Русни, взорвать что-нибудь, чтобы Русня содрогнулась. Но я думаю, что, конечно же, это только будет по нарастающей. Россию подогревают на медленном огне. Это не просто такая тактика, и тактика в том числе, наверное, такая тоже, но нужно к этому ко всему подготовиться, перейти на военные рельсы. Ну, там много чего нужно сделать. Ведь Россия была полностью интегрирована в западную экономику. Ну, во всем просто была. Вместе очень важный момент, не только экономика, очень важный момент борьба с терроризмом. С тем самым терроризмом, который Россия сама же его разводила, сама же через своих арабских вот этих проповедников, пропагандистов нам все это накручивала. И потом вместе уже помогала Америке бороться с этим, предоставляла информацию. Ну там Россия, конечно, творила
просто ужас что. Ужас что. Поэтому, да, я думаю, что будет увеличиваться градус и так далее. И будет только хуже и хуже в Фашне. Вася и ранее тот, кто мне дал подарок, спасибо вам большое за подарки. Спасибо. Так, Вася, спасибо. Аса, я попросил пример Арабский Эмират, потому что они мусульмане, и как они развились с помощью США, Англии и так далее. Ну да, я согласен с тобой полностью, но дело в том, что некоторые там говорят, придет Америка, она там у нас там будет парады проводить на главной площади, там боятся кто-то там насильно замуж, там заберут там какие-нибудь там ЛГБТ в Америку и так далее. Наверное, некоторые этого постоянно упоминают, об этом говорят. Поэтому посмотрите, да, очень хороший пример, если брать именно религиозную точку зрения. Америка влезла в их дела, она им запрещает ходить вот в этих своих сарафанах, или там вот этих чалмах своих, или молиться, или мечети им запрещает делать. Ничего этого нет. Любой человек может поехать Арабские Эмираты посмотреть. Религия не запрещается. Вообще у Америки этого нет. Вообще от слова совсем лезть внутренний культур. Наоборот, Америка спасает чужие культуры. Другие народы пытаются их истребить, и другие империи. Как Турция это делала, всю свою историю подавляла другие малочисленные народы. Как Россия это безбожно просто, варварски это вытворяла. И другие империи. В этом смысле, поэтому она и Великая Америка, потому что она сохраняет другие языки, другие культуры. Обратите внимание, например, Google сейчас ввели чеченский язык. Ну и много-много-много таких вещей, полезных вещей, которые очень нужны и для народа, для его язык, культура, и традиции. Это все нужно, и Америка в этом смысле религию не трогает. Ничего Америка не трогает. Только финансы, деньги, полезные недра. И то, как договоритесь, так и будет. Никто не будет вам выкручивать руки, нарушать договора и так далее. По крайней мере, мы таких не слышали. Если же происходят какие-то нарушения, у вас есть договор на руках, вы идете в суд, и с Америкой суетесь, и с кем угодно суетесь. Потому что Америка, как мы знаем, соблюдает закон и уважает право. Да, в этом смысле абсолютно хороший пример. Хороший пример, Эд, спасибо. Так, давайте. Этот Белаз. Ну ты чё так низко пал? Это же ваш такой заслуженный, матерый макрушник. Что же вы уже на паперти, уже дожила русня, представьте, КГБшники дожили, говорит. Судоплатову они, герою, они на памятник средств нет. Эх вы, русня, они напали бы на Украину, и на Судоплатова, и на других там, на всяких разных Путиных, Патрушевых хватило бы. Эх вы, бичье. Как из той сказки известной про золотую рыбку, когда бабулька осталась и без корыта или там хоромов, и дворянкой так и не стала. Вот и вы, как не жили богато, нефиг и начинать. Как были холопами, так ими и оставайтесь. Давайте, собирай бабки, ходи Судоплату, он ищет. Ты бы что-нибудь поумнее сказал бы, чтобы не так плохо выглядеть.
Так, давайте дальше. Не в обиду, конечно, умер украинцам, но с другой стороны, сам Путин молодец, же, что так привел Россию до такой стадии, что аж распад возможен. Это хорошо же другим нациям приобрести независимость. Но, как говорится, нет худа без добра, Алаш. Нет худа без добра. И они не остановятся. Вот понимаете, в том-то и дело, сейчас с ними заключить договор, они не остановятся. И Украина – это же не конечная цель. Украина – это только трамплин для следующих великих завоеваний, для великих собирателей земель русских. Мы же все знаем, что у России границ не существует. Понимаете, все, везде Россия, куда она придет. Пожар мировой революции, коммуняги же давно к этому шли. Точно так же по своему образу подобию выстроили вот это революционные разные движения в арабском мире, туда своих агентов, свою идеологию. Да? Такие классные такие мусульмане получаются в арабском мире. Просто невероятно. Самые главные сатанисты, у которых лежит Бог Ленин на Красной площади, друзьями арабов являются. Вот вся их мусульманство. Да. А так, рано или поздно это должно было произойти. Но они рассчитывали, что, конечно же, они сейчас Украину возьмут, на крайний случай там с Америкой договорятся, там, тут что-то уступят, третье, десятое, захватили Крым, ну, вроде нормально, пронесло там, перекрестились, пошли дальше. И все дело не в Америке, даже, конечно, без американской помощи украинцам пришлось бы в 10-100 раз тяжелее, чем сейчас. Но это все дело в украинском народе. Только лишь украинский народ. Только лишь его сила воли. Украинский народ, я имею в виду и русских, которые живут в Украине, и чеченцев, и крымских татар, и всех остальных, кто там проживает. Все, кто стал единым кулаком, выступил. Это говорит о том, что это нация, настоящая, живая, свободолюбивая, с чувством собственного достоинства нация. Вот кто выстоял. И, конечно, тогда уже было грех не помочь им. Тогда это было глупо не помочь им. Но говорят, там русские вырезают куски, там кто-то сказал, там один политик, второй американский. Это не благотворительность, это инвестиции Америки. Конечно, Америка не занимается благотворительностью. Это говорится для внутреннего потребления этой информации. Они рассказывают, что когда все возмущаются, столько денег Украине. Говорят, подождите, во-первых, арестовано 300 миллиардов русских. И уже эти деньги имеются. Сейчас Украина получает проценты от этих денег. В любой момент Америка может все, что она вложила в Украину, забрать с этих 300 миллиардов. Понимаете, 300 миллиардов Украина еще не получила в таком количестве. Также и Украина еще должна останется. Там что-то даром дается, что-то не даром, что-то на одних условиях, что-то на других условиях. Но по большому счету Америка уже в проигрыше не будет, если она заберет свой. И она думает о себе, конечно, любой избиратель, любой избранный президент США, он не должен думать там ни о Ичкерии, ни об Украине, с которой нет никаких обязательств. А думать должны в первую очередь о себе, о своем народе, о своей стране. А так, по большому счету, Америка, видя, что Украина сопротивляется, что украинцы готовы отстаивать свою свободу, она им помогла, потому что это уже была последняя черта. Понеся любые потери, нужно было отстоять Украину, дать возможность Украине отстоять саму себя. Понимаете? Если Украина сейчас не отстоит саму себя, то Европе уже ловить нечего. Здесь на самом деле ни армии, ни желания с кем-то воевать, ни у кого нет. Фактически ни у кого нет. И поэтому, конечно же, все бросились помогать Украине. И это спасло Украину.
спасло. А план у русских был совсем другой. План был, заходят, все разбегаются, начинают вот эти армии-то как таковой не было. Еще с 2014 года мы знали, что ну, ее, конечно, за эти 8 лет укрепили, много, видимо, как мы поняли, сделали, оказывается. Но, по крайней мере, нам этого не показывали, что что-то там мощное будет встречать Россию. Ну и все, и при всем при этом народ стал. Народ пошел добровольцами и так далее, и так далее. Вот как получилось отстоять. Вот как получилось отстоять. Так, давайте дальше. Раненого медведя нельзя отпускать, иначе он вернется и разнесет все пух и прах. Да, Резван? Это исторический шанс всего цивилизованного мирового сообщества покончить с империей зла раз и навсегда. Иначе мы завтра пожалеем. Кто помогает Украине, тот строит будущее своих детей. Да, Резван, полностью с тобой согласен. Плюс еще безвозмездно выделяют ресурсы, деньги Америки, действуют как шериф в этом мире. Да, Украина не только она получает там безвозмездно, возмездно что-то. Украина в военном плане, а военный план, как мы понимаем, большое значение имеет. Плюс это прорыв технологический. В основном в военной отрасли он идет впереди, потом уже в гражданский сектор он поступает, вот этот информационный, инновационный какой-нибудь там прорыв, развитие. Украина из совковой армии превратилась, уже превратилась в полноценную, причем очень боеспособную, в отличие от других стран НАТО, в армию НАТО. Хоть она не входит в НАТО, но она уже фактически армия НАТО. У нее и вооружение, и взаимоотношения в самой армии, ну, все и правовые основы, ну, все выходит на цивилизованный уровень. Это говорит о том, что у этой страны есть будущее. Да, кровавым путем, да, тяжело, но выбор был небольшой. Либо капитулировать, либо драться. Украинцы выбрали драться. Дерутся и, слава богу, успешно дерутся. Если Украина падет, то будет катастрофа, которая затронет всех. Всем, особенно странам соседям, выгодно, чтобы Украина одержала победу. Да, Леонид большевизмы. Аслан, ты видел интервью Гордон, которую Веллер дал? Это было нечто. К чему, по-твоему? Нет, Леонид, я не видел это видео. Не видел. Албанец. После распада Рашки Китай заберет свои земли и станет сильней, а Америке это невыгодно. Да, и я полагаю, что именно поэтому Россию не хотят разваливать. Россию будут пытаться сохранить, будут пытаться договориться с теми людьми, которые не посягнут больше на мировой устой, на порядок мировой. И мне кажется, что, к большому сожалению, да, Россию не хотят развалить. Но это не значит, что мы, чеченцы, не должны вырваться из этих оков фашистских. Мы должны вырваться и обязательно вырвемся из этих оков. Украина станет самой сильной армией в Европе, и в итоге довели народ до этого. Да, Украина уже, мне кажется, самая сильная армия в Европе. Так, давайте почитаем. Мне кажется, все идет к 2017 году, но очень похоже. Да, Ян Маназон, мне тоже кажется, что дело идет пост Первой мировой событий, после окончания Первой мировой войны. И да, все идет к 2017 году, идет к временному правительству. И посмотрим. И нам, чеченцам, нужно тоже
быть готовым к этим событиям. Алейкум Бекхам. Добрый вечер, Дана. Так. Я думаю, вопрос фашистской Российской Федерации решен. Дело времени. Фактически фашистской Российской Федерации нету. Вынудят на капитуляцию, я так думаю. Ну, как с Югославией тогда это получается. Югославия тоже там хорохорилась, держалась, билась. Потом, как начали бомбить Белград, капитулировали и сами Слободана Милошевича, сербские власти, сами новые сербские власти выдали и Слободана Милошевича, и Радка Младича, и всех остальных выдали. Ну что, не может нам не нравится. Супер просто. Нужно заявить, что Россия это внутреннее дело СНГ, нужно что-то придумать, мы не хотим развала России. Вообще никого по соседству не устраивает. В конце будет, как в 90-е, окорочка Буша взамен уничтожения оставшегося ядерного оружия. Да, я думаю, да. Да. Я думаю, да. Так. Нет, не так. Мы вам дадим окорочка Буша взамен ядерного и всякого другого оружия. А потом обманули, кинули и ножик не давали. Леонид, ты такой добрый. Так. Друзья, я думаю, на этом я свой стрим закончу. Спасибо, что смотрели, поддерживали. Завтра у нас будет стрим на платформе открытого диалога с единственным легитимным органом его сопредседателем Аядом Идиговым, друзья. Завтра на чеченском языке будет, но будет интересно. Заходите все, учите чеченский, кто не знает, а те, кто знает, заходите и принимайте участие. Я думаю, почему затянулась война, потому что надо выявить всех агентов РФ. Будем надеяться. После развала России наконец-то русские заживут. Дай Бог, дай Бог, дай Бог. На этом я свой стрим заканчиваю. Спасибо, что смотрите и спасибо, что поддерживаете. Все будет Ичкерия. Слава Украине. О Аллах, благослови Америку. Израиль хай. Адикюэль машуэль. Всего хорошего, друзья. До свидания.